Активный ледоход на Лени идет в Кобяйском районе Якутии. По последним данным, нижняя кромка наблюдается в 130 километрах ниже поселка Сангар. Там идет густой ледоход. На реке Вилю ледоход вышел в устье. На Колыме активная фаза проходит по территории Среднеколымского района. Уровень воды у Среднеколымска составляет 12 метров 35 сантиметров, при критическом 12. В превентивных целях накануне осуществлен подрыв льда в местности острова Средняковский. На реке Индигирки ледоход проходит по территории Абыйского и Момского районов. Уровни воды значительно ниже критического. На реке Яне преобладает повышение уровней воды с различной интенсивностью. Несмотря на спад уровней воды на реке Алдан в Усть-Майском районе, ситуация в некоторых поселениях остается напряженная. В поселке Эльдикан весенний паводок окружил весь поселок, отрезав его от нефтебазы и авиапорта. С подробностями Юрий Таюрский. Пиковый уровень подъема воды в этом году в Усть-Майском районе не дошел до критического. Несомненно, помогло разрушение льда силами взрывников МЧС на затороопасном участке ниже наслега Кюбцы. Только с третьего раза удалось ликвидировать затор на участке Сымнар, предотвратив ситуацию прошлогоднего разрушительного затопления поселений Кюбцы, Эльдикан и частично Жанцы. Да, во время этого ледяного затора опасения были. И тогда вода у нас поднималась очень быстро. Но сейчас, пока больших опасений нету, вода у нас медленно поднимается. Жители готовы в случае объявления чрезвычайной ситуации. Если в наследах Кюбцы и Жанцы сейчас нет даже подтоплений, то в поселке Эльдикан весенний паводок окружил весь поселок, отрезав его от нефтебазы, авиапорта, горняцких поселков. Большая вода держит напряжение жителей, руководство поселения и района. Но эльдиканцы стойко переносят невзгоды и к ним основательно подготовлены. То есть ситуация пока под контролем, все работает в штатном режиме, магазины работают, банк работает, электроэнергия есть, котельные работают, тепло в домах и учреждениях, магазины, все работает в штатном режиме, школа, детский сад, больница. Хотя в этом году максимально достигший уровень воды 14 метров 49 сантиметров, это на 50 сантиметров ниже критического. Но дворовые территории и огороды начало подтапливать. Однако ни в один дом вода не вошла. Но паники у людей нет. Хозяева дома по улице Советской, 28 делали отметки пиковых наводнений. И мы сейчас можем увидеть, в каком году вода поднималась выше критического уровня. Самый большой в 18 году? Да, получается, 55-й был похожий. Вот 18-й. Вижу, ага. 2002, 98-й, 83-й. 83-й. Угу. И все-таки на сегодня, несмотря на небольшое по сравнению с прошлым годом половодье, тревога у руководства района и поселения остается. Если уровень воды успеет существенно понизиться до начала таяния снега в горах, так называемой черной воды, то эльдиканцы смогут вздохнуть спокойно. А пока они отрезаны от внешнего мира и передвигаться могут только на моторных лодках. Юрий Таюрский, Усть-Майский район.